В эфире информационный выпуск Камшык-Шара. Здравствуйте. В Министерстве обороны Абхазии на расширенном заседании под руководством министра Мираба Кишмария были подведены итоги подготовки вооруженных сил страны за летний период обучения и определены задачи на будущий подготовительный период. В совещании приняли участие начальники управлений, отделов и служб оборонного ведомства, командиры воинских частей и отдельных подразделений, а также представители военных комиссариатов республики. На расширенном заседании с основным докладом выступил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии Василий Лунев. Он доложил об итогах проведенных мероприятий за летний период обучения текущего года. Начальник Генштаба также обратил внимание военнослужащих на то, что в соседней Грузии наращивают военный потенциал и проводят международные военные учения с привлечением иностранных специалистов. Значительно повысилось качество и количество мероприятий оперативной и боевой подготовки в вооруженных силах Грузии. Так, за истекший период было проведено более 20 курсов, различных тренировок и учений под руководством инструкторов стран НАТО, способствующих профессиональному росту грузинских военнослужащих. 2019 год объявлен в Грузии годом широкомасштабных реформ и военных учений с привлечением военнослужащих и военной техники других стран блока НАТО. Такие шаги руководства Грузии требуют наращивать боевой и мобилизационный потенциал наших вооруженных сил, укреплять стратегическое взаимодействие с вооруженными силами Российской Федерации. Василий Лунев также отметил значимое событие для укрепления абхазской армии, состоявшееся в августе текущего года. В Москве в рамках встречи министров обороны Российской Федерации и Абхазии было заключено соглашение о финансировании расходов, нацеленных на модернизацию вооруженных сил республики. На расширенном заседании также доклады о проделанной работе за летний период обучения 2019 года сделали заместители министра обороны. Летний период обучения начался 3 июня 2019 года. В воинских частях и подразделениях вооруженных сил были проведены тактико-строевые занятия по боевой готовности, были отработаны действия суточного наряда по сигналу «Тревога», действия личного состава, отправка посыльных, получение оружия, организация охраны и обороны пункта постоянной дислокации. Начальники управлений, командиры воинских частей и отдельных подразделений доложили о выполнении запланированных мероприятий по боевой и морально-психологической подготовке во вверенных им подразделениях. За отчетный период обучения оборонным ведомством было проведено 3 полевых выхода в рамках командно-штабных мобилизационных учений с участием резервистов и военнослужащих 1 и 2 отдельных мотострелковых батальонов. Министр обороны Мираб Кишмария обратил внимание присутствующих на состояние дисциплины в воинских частях и подразделениях. Он отметил необходимость проведения работы с офицерским составом, чтобы они четко осознавали ответственность за вверенный им личный состав и материально-технические средства. Мираб Кишмария подчеркнул, что одна из основных задач оборонного ведомства – выйти на более высокий уровень профессиональной подготовки вооруженных сил. В завершении совещания начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Абхазия Василий Лунев озвучил очередные задачи на следующий период обучения. Саид Джарсали, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. На последнем заседании Кабинет министров Абхазии установил минимальные закупочные цены на цитрусовые. А мандариновый сезон стартует в республике совсем скоро. Какой ожидается в этом году урожай и как скоро в республике начнется сбор главной сельскохозяйственной культуры, узнавала Эсма Гуланце. Мандарины – одна из главных сельскохозяйственных культур Абхазии. От урожая цитрусовых зависит многое – и поступление в государственный бюджет, и благосостояние людей, которые трудятся в этой сфере. Традиционно цитрусовый сезон начинается в конце октября, когда созревает ранний карликовый сорт мандарин. Массовый же сбор урожая начнется с середины ноября и продолжится вплоть до новогодних праздников. Уже установлена закупочная цена на цитрусовые, которая не изменилась с прошлого года. Согласно проекту постановления Кабинета министров Абхазии, цена за 1 килограмм мандаринов и апельсин составляет 19 рублей 50 копеек. Цена за 1 килограмм лимонов установлена на уровне 20 рублей. Очень мелкая по размеру нестандартная продукция будет стоить 5 рублей за килограмм. Это касается тем организациям, тем предприятиям общественным, государственным, которые занимаются производством цитрусового, выращиванием цитрусовой. А остальным категориям населения оно не имеет никакого отношения. Эта цена складывается из того, что
производитель производит затраты на выращивание энную продукцию. Если мы установим цену ниже того, что он затратил, это будет хозяйство убыточное. Поэтому цена устанавливается с такой, значит, планкой, чтобы хозяйство приносило прибыль какую-то. Объем урожая цитрусовых ожидается на 50% меньше, чем в прошлом году, и по предварительным прогнозам будет составлять примерно 17 400 тонн продукции. Причина того, что в этом году такой упадок в урожае, это периодичность, которая свойственна для цитрусовых, ежегодная. Год, значит, плодоносит полный, потом в следующий год не дает такой урожай. И вторая, значит, причина – это что у нас стояли такие жаркие погоды, климатические условия, и некоторый процент тоже было осыпание этих плодов из-за недостаточности влаги. Что касается качества цитрусовых, по словам Эдуарда Барганджия, плоды созревают хорошие и добротные. В этом году Государственный комитет по сельскому хозяйству предпринял ряд мер по борьбе с насекомыми-вредителями и лечению цитрусовых культур, что и дало такой результат. Настоящий мандариновый ажиотаж начнется уже через неделю и продолжится до конца зимы. Абхазские мандарины – это известный бренд, который любят и знают многие. Совсем скоро они станут вкусным украшением новогоднего стола, как жителей Абхазии, так и России. Эсма Гуланзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. В рамках российской инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии в Ачамчирском районе в соответствии с комплексным планом меняют опорные столбы и линии электропередачи. Наша съемочная группа вместе с бригадой специалистов Черноморэнерго выехала на место работ. Репортаж Саида Джарсали. В комплексном плане работ по улучшению качества подачи электроэнергии жителям города Ачамчира 4 объекта. На данный момент работы по установке новых столбов и линий электропередачи проводятся по улице Амичба. Сначала специалисты спиливают мешающие ветки деревьев, подготавливают места, где будут установлены новые столбы. После завершения всех работ в каждом доме на этой улице будет подведено качественное электропитание, а на столбах будут установлены приборы для учета электроэнергии. Здесь будем устанавливать новый КТП. Будут подключены около 80 абонентов. Тем самым мы еще решили разгрузить другие трансформаторы. И еще добавится около 30-40 абонентов. Каждому дому будут проводиться счетчики. Будут приборы учета установлены прямо на опорах. Кто будет пользоваться одной фазой, значит, до 10 киловатт у него будет. Кто будет больше, он берет тех условия. И уже будет прибор учета на 3 фазы. По улице Ашхатсава в ближайшее время планируется поменять трансформатор. Данный агрегат был установлен еще в 60-е годы и изжил свои ресурсы. После установки нового трансформатора, намного превосходящего старый по мощности, у специалистов РУП Черноморэнерго будет возможность разгрузить сети и бесперебойно подавать потребителям качественную электроэнергию. Параллельно работам в городе Ачамчира вторая бригада специалистов устанавливает столбы и проводит высоковольтную линию электропередачи вдоль трассы села Моква. Здесь в непогоду старые высоковольтные линии часто обрывались, и было сложно вести ремонтные работы по их восстановлению, так как старые столбы находились в сложной рельефной местности. Всего уже заменено более 60 столбов и проведена высоковольтная линия протяженностью до 4 километров. У нас идет двухсцепка, по левой стороне идет фидер Чулово-ТАП, по правой идет фидер Моква фабрика. У нас по этому объекту еще с низкой стороны объект 11 КТП, там тоже около 30 абонентов, значит, там тоже будет все меняться, демонтироваться. Здесь также по всем этим объектам будут установлены приборы учета. По району у нас, по Ачамчирскому, 14 объектов, включая, естественно, вот этот. Значит, по селам 10, и из них 4 по городу Ачамчира. После всех восстановительных работ, которые проходят в рамках комплексного плана, более чем 600 домов жителей Ачамчирского района будут обеспечены качественной электроэнергией. Саид Джарсали, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Найдены новые списки воинов Красной Армии из Абхазии.
павших в боях с немецкими и румынскими захватчиками во время переправы через Керченский пролив при обороне Керченского полуострова. В рамках военно-исторического проекта «Возвращение имени» продолжается работа по новому направлению «Абхазия-Крым 42-20», посвященному воинам из Абхазии, героически сражавшимся за освобождение Керченского полуострова от фашистов в мае 1942 года во время боев Керченско-феодосийского десанта. Автор и руководитель проекта Григорий Скворцов рассказал, что работа была начата после обращения многих жителей Абхазии и анализа документов Российского военного архива. Речь идет о боях у города Керчь в Крыму, куда добровольцами ушли на фронт в 1942 году тысячи жителей Абхазии. Большинство из них героически погибли в мае 1942 года во время наступления немецких захватчиков на Крымский полуостров. Как проинформировал Григорий Скворцов, с августа 2019 года курсанты СВОКу, солдаты комендантской роты и студенты АГУ работают над проверкой сведений из архива Министерства обороны России. Это 47 тысяч фамилий. Абхазские археологи обнаружили в селе Хяцха артефакты времен Средневековья, древние захоронения, разрозненную керамику и металлические изделия. На месте работ побывали наши коллеги из ГАЛ-ТВ. Репортаж Анжелы Убилава. Уже неделю как группа ученых-археологов под руководством младшего научного сотрудника отдела археологии Абиги Шандора Кайтан проводит раскопки на холмистой возвышенности вблизи села Хяцха Галского района. Исследование проходит в рамках проекта «Тайны Великой Абхазской стены» при поддержке благотворительного фонда Амшра. Археологи исследуют два холма, где находятся остатки крепостного сооружения Куатания-Сурки, отнесенного Йосифом Адземба к линии обороны Великой Абхазской стены. Ни дождь, ни каменистая местность, ни колючие заросли не помеха ученым. Исследователи шаг за шагом идут к заветной цели, к научным открытиям, обнаруживая уникальные артефакты. В рамках проекта «Тайны Великой Абхазской стены» мы попали на этот объект. Здесь 3 холма, которые нами исследовались визуально, но на 2 холмах нами были заложены раскопы. На 2-м холме мы также заложили шурф. Там мы обнаружили очень много керамических обломков, как пифосов, так и горшков, и разного типа кувшинов. А также с этими обломками, керамическими обломками, встречаются и человеческие останки, то есть кости. Местные жители поговаривают, что около 200 лет тому назад здесь проживал род по фамилии Куатания. Но когда началась эпидемия испанки, те, кто выжил, покинули свои дома. После этого здесь так никто и не поселился. Но о том, что эта местность ранее была обитаема, говорят и найденные древние захоронения, керамические фрагменты и 4 пифоса, которых может быть значительно больше. Мы обнаружили 4 сосуда, 4 пифоса, сохранились достаточно хорошо, но, как говорили ранее, здесь в советский период прошелся трактор и верхушки были сняты. Поэтому, когда мы стали копать ниже, мы не стали снимать полностью керамику, решили посмотреть на форму сосуда. И вот выяснили, что у него не просто такая вот яйцевидная форма, но еще и очень интересное дно. Мы решили 1 пифос собрать уже в Сухуме, когда будет камеральная обработка данных. Сложно судить на первый взгляд о ценности найденных находок, но и сейчас понятно, что они могут пролить свет на историю края и страны в целом. А для того, чтобы определить возраст человеческих останков, необходимо будет провести соответствующее исследование, которое даст ответы на все интересующие вопросы ученых. Археологи предполагают, что останки могут относиться к позднему Средневековью. Идея исследования Великой Абхазской стены у нас зародилась в 2017 году, когда мы реализовывали один из проектов, который предусматривал поход, 3-дневный поход вдоль Киласурского участка Великой Абхазской стены. Там мы поняли, что вопрос исследования требует более глубокого изучения.
С этой целью был подготовлен новый проект, который предусматривал проход вдоль всей линии обороны Великой Абхазской стены от Киласура до Ткуарчала и участок от Ткуарчала до Ингура, который мало изучен, также мы решили увидеть своими глазами. Как пояснили участники археологической разведывательной экспедиции, они впервые сталкиваются с подобными артефактами. И, судя по всему, эта местность изобилует ими. Интерес к раскопкам проявляют не только ученые, но и местные жители, которые делятся информацией и помогают в раскопках. Они молодцы, они знают, как это делать, что они делают, профессионалы своего дела. Но это тут мало работ, понимаете? Тут надо еще поработать. Тут одно место, второе место, третье место. Вокруг вот так оно все идет. У ребят времени совсем уже на изрез. В гостях у археологов побывали и старшеклассники школ села Хяцха и городской средней школы номер 1. Молодым людям рассказали, как на основе данных, полученных в результате археологических раскопок, исследователи реконструируют повседневную жизнь средневекового человека. Ребята с большим интересом наблюдали за происходящими раскопками. Сегодня привели детей с Гальской первой школы, это старшие классы, 10-11. Наш поход был очень интересный, и вот исторические находки нашего района, нашего края заинтересовали наших детей. Детям было очень интересно, задавали много вопросов. Посчастливилось мне сегодня побывать именно здесь, увидеть, насколько серьезно, можно сказать, нуждается именно наш район в этих археологических раскопках, потому что я уверен, что очень много разных артефактов, которые еще не найдены. И археологические раскопки в дальнейшем будут способствовать, можно сказать, организации музея небольшого на территории нашего района. Как сообщили нам ученые, находки в ближайшее время привезут в музей, где они пополнят коллекцию найденных артефактов в предыдущие годы. Очень важно успеть исследовать то, что может исчезнуть в ближайшее время. Ведь благодаря находкам ученых можно будет составить более полное и четкое представление о культуре и быте населения, которое проживало в этих местах в древности. Итоги археологической экспедиции будут подведены в июне 2020 года, а за ходом проекта уже сейчас можно следить в Фейсбуке на странице Апсны Абаш. Анжела Убилава, Бежан Микава, специально для абхазского телевидения. Футболисты Гудаутской Рицы 2004 года рождения стали обладателями Кубка и Суперкубка Международного детско-юношеского футбольного турнира «Осенний кубок Черного моря-2019», который проходит в эти дни в Сочи, сообщает Госкомитет по делам молодежи и спорту Абхазии. В групповом этапе соревнований подопечные Рафаэля Богателя провели 4 игры и во всех одержали победы, забив при этом 27 голов и пропустив 1 мяч в свои ворота. Международный детско-юношеский футбольный турнир открылся 26 октября и завершится 2 ноября. А сейчас о погоде. По сообщению гидромедцентра, в Абхазии в субботу сохранится пасмурная погода, в горах снег. В воскресенье погода прояснится, осадки прекратятся. Температура воздуха ночью 4-9, днем плюс 9-14, температура морской воды плюс 20 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.